Говоря о положительных преобразованиях в системе образования, нельзя не отметить строительство общеобразовательных и дошкольных учреждений в республике. В рамках национальных проектов «Демография и образование» в 2023 году открыты 11 школ, а это плюс 6358 ученических мест и 12 детских садов. Также в прошлом году проведен капитальный ремонт в 16 учреждениях. В Министерстве образования, подводя итоги за прошедший год, отметили ряд направлений, в которых ведомство преуспело благодаря федеральным программам. Основным приоритетом национального проекта образования является создание творческого потенциала детей и молодежи. Реализация проекта современной школы «Успех каждого ребенка» позволила дополнительному образованию занять уверенные позиции. В 2023 году в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и малых городах, созданы условия для занятий физической культурой и спортом. Об итогах развития дополнительного образования за прошедший год рассказал заместитель министра Ахмед Парагульгов. Программами дополнительного образования, включая спортивное направление и предпрофессиональную подготовку в возрасте от 5 до 18 лет, охвачено порядка 82 тысяч детей, что в процентном соотношении составляет 66,8%. Всего за зачетный период реализовано 1186 программ дополнительного образования. И, как заверил замминистра науки, благодаря реализации проекта «Современная школа» в республике создано 103 центра образования «Точка роста» на базе образовательных учреждений. По своей функции, миссии призваны стереть грань между городским и сельским континентом. И одна из ключевых задач – это отработка практического потенциала и апробация знаний по предметам физика, химия и биология. Центр опережающей профессиональной подготовки, или коротко ЦОП, предназначен для профессионального обучения, подготовки, переподготовки, повышения квалификации всех категорий граждан по наиболее востребованным потребностям, новым и перспективным профессиям и компетенциям. Так, в течение прошлого года в ЦОПе, открытого на базе колледжа сервиса и быта, были проведены около 100 мероприятий, охватившие около 1700 жителей республики от 10 до 75 лет. В рамках профориентационных мероприятий для получателей до 16 лет, включая проект «Билет в будущее», «Билет «Моя первая профессия», было охвачено 1439 человек. По проекту «Моя первая профессия» 12 школьников прошли обучение по программе «Оператор информационных систем и ресурсов» с последующим получением свидетельства о профессии рабочего в должности служащего. Общероссийское общественно-государственное движение детей и молодежи – это совместный проект с детьми. РДДМ сплачивает все детские организации, движения и объединения в стране, охватывая наибольшее количество детей и подростков, обеспечивая им огромную поддержку. Их называют пионерами своего отечества. В Ингушетии таких более 21 тысячи. В докладе мы отразили все основные моменты за прошедший год, подвели итоги деятельности регионального отделения движения первых, озвучили моменты, которые являются ключевыми. Это в первую очередь вовлечение очень большого количества детей в движение. Ну а в текущем году особое внимание будет уделяться системе дополнительного образования, рассказала Эсет Бокова. Благодаря реализации национального проекта образования будет открыто 2 кванториума и создано 8 точек роста. Также в этом году в рамках реализации того же национального проекта будет введено дополнительно 5 образовательных организаций и 1 детский сад. Это тоже даст возможность нам впоследствии дать хорошие показатели по ликвидации двухсменного режима обучения, а это, как правило, дает нам больше возможности реализовывать систему дополнительного образования в образовательных организациях. Особое внимание в текущем году планируется уделить и переподготовке педагогических кадров. И тот же ЦОП, конечно, будет способствовать реализации намеченных планов. Адам Мережков, Али Зязиков, Магаз 24.